Всем привет! Меня зовут Катя, добро пожаловать на мой канал! Сегодня, 16 мая, мы с семьей поедем смотреть на сезонный водопад талых вод. Нас было 6 взрослых людей, и из множества видеороликов мы ничего не поняли, как проехать, что делать, и подумали, что разберемся на месте. Я обязательно проложу вам путь на карте и закреплю, как мы вообще туда дошли, ведь я сняла все. Если вы не успели в этом году, то в следующий раз вы можете уверенно проехать по этому пути. А еще сейчас лед тронулся, и мы успеем увидеть ледоход, поэтому тоже берите на заметку. 16 мая можно наблюдать еще одно чудесное природное явление. И так как у реки ветрено, мы одеваемся очень тепло. Мы узнали, что на пути к водопаду будет небольшой хайкинг, или можно назвать восхождением к истоку. Там нужна хорошая обувь, а если вы хотите сильно приблизиться к водопаду, то берите дождевик. Мы закупились едой и поехали в сторону Хатас. Проехали Владимировку и остановились на границе Хангаласского района. Поехать до Ханы, настроение еще да? Отлично. Отлично, да? Привет. Кстати, там, когда проезжаешь границу, нужно просигналить. Пару слов, комментарий. Туда-сюда, да. Так, что граница говорит? Халам крестьян. Я открываю на зону чудес, халам это шит. Как настроение еще да? Антон? О, вот. Алгы салажен тогда. Ага. Мы положили оладушку, предварительно разрезав его на 3 части, чтобы задобрить духов местности и стихий. Дважды просигналив, проезжаем село Техтюр, Актемцы, село Ой, Покровск, Махсагаллах, Бестях, Полгуньяхтах, Улахан-Ан и конечная остановка Еланка. Расскажу вам про дороги. От Якутска до села Еланка примерно 154 километра. На машине дорога занимает около 2,5 часов. До Булганьяхтаха идет хороший асфальт, можно спокойно ехать и любоваться видами. После Булганьяхтаха начинается гравийная дорога до села Улахан-Ан. Там будет последняя асфальтированная дорога, заправка Туймада нефть и магазины. Лучше заранее заправиться и купить все необходимое, потому что после Улахан-Ана до самой Еланки и дальше до Синска крупных магазинов и заправок уже нет. Вот мы доехали до Еланки. Как только заехали, есть 2 дороги. Пойти налево по стрелкам с надписью «Водопад». Там находится турбаза у берега. Или можно поехать направо к часовне, но там стрелок нет. Сначала мы поехали по стрелкам налево. Там был крутой спуск вниз, и потом мы вернулись обратно, потому что было чувство, будто внизу дороги размыло, но на самом деле нет. Доехав обратно, мы поспрашивали у людей и поехали направо. Так было проще, и все люди в один говорили, что так быстрее. Там уже людей было больше. Можно было спуститься вниз на машине, но мы решили размять ноги и последовать за другими людьми. Как вы видите, мы были с нашими детишками. Сейчас я вам покажу небольшой хайкинг до водопада. Там были и пожилые люди, и дети помладше наших детей. Поэтому советую всем приходить и насладиться ближайшим атмосферным местом, сезонным водопадом недалеко от Якутска. Но нужно учитывать то, что после дождя здесь может быть очень скользко. Из информации, благодаря талым и дождевым водам, водопад активен только в мае. Затем он иссыхает. Это не постоянный большой водопад с мощной рекой, а природный поток. Самый зрелищный водопад можно посмотреть до 10 чисел мая. А еще говорят, что после обеда где-то в 3 часа солнце сильнее прогревается и водопад работает в полную силу из-за активного таяния. Особенность Еланки еще в том, что там скалистый рельеф и вечная мерзлота.
Там вода не всегда уходит глубоко в землю, поэтому во время таяния она активно течет по поверхности, создавая временные водопады и ручьи. Вода не всегда уходит глубоко в землю, потому что во время таяния она активно течет по поверхности, создавая такие временные водопады и ручьи. Пеший трекинг туда и обратно составил где-то 2 километра. Мы вдоволь нафотографировались и пошли обратно. Погода выдалась просто замечательной. Hadi. Kayaklara kalaydın? Ne? Kalaydın? Karavayke. Herigin kadarı, edigin kadarı. Ne çöйдө? Оксе, көрүңүзбү? О, люди продуманные, а? Помощи папе! Мы расположились у живописного берега, хорошо отдохнули и устроили небольшой пикник. А перед уходом, конечно же, мы не забыли убрать мусор за собой и заодно за другими людьми. Наши дети ничуть не устали, и вот такое вот у нас подтверждение. Ребята, как вам понравилось? Нам всем очень понравилось проводить время в Хангаласском улусе. Очень радует, что люди все чаще начинают путешествовать по нашей республике, открывать для себя красивые места и тем самым поддерживать и развивать местный туризм. Хочу сказать спасибо людям в интернете, которые делятся красивыми местами и рассказывают, где можно активно и интересно провести выходной недалеко от города. Ну и, конечно же, не забываем убирать за собой и беречь нашу природу. Спасибо вам за просмотр. Всего хорошего. Пока!